Здравствуйте, дорогие друзья! 3 ноября президент Российской Федерации подписал перечень поручений по вопросу перекрестного субсидирования цен на электрическую энергию в Республике Саха-Якутия. Сегодняшний выпуск «Арены событий», программы для тех, кто хочет знать события в лицо, посвящен предстоящей отмене перекрестного субсидирования локальной энергетики. Сразу оговорюсь, речь пойдет об отмене перекрестного субсидирования в том виде, в котором оно существует сейчас. Потому что пока на севере республики действует локальная энергетика, пока там живут люди, сохранится и субсидирование, только из другого источника. Итак, проблемой перекрестного субсидирования правительство республики занималось с 2009 года на уровне правительства Российской Федерации, Министерства финансов, Минэкономразвития. И даже оформлялись соответствующие поручения, и составлялись протоколы, и воля была, и какие-то решения. Не было только одного волевого решения. И вот... В текущем году Егор Афанасьевич Борисов очень много провел встреч на федеральном уровне. Несколько раз встречался с Улановым, с министром энергетики. Были встречи решающие уже у Белоусова Андрея Ремовича, при которых он нас поддержал. И все-таки Владимир Владимирович Путин подписал перечень поручений, касающихся решения вопросов перекрестного субсидирования. Давайте по порядку. Что такое перекрестное субсидирование? В нашем случае это снижение тарифов на электроэнергию для одной группы потребителей за счет повышения для другой. Вообще существует несколько видов перекрестного субсидирования явной и скрытой формы. Например, субсидирование плательщиками за жилищно-коммунальные услуги неплательщиков. Или межтерриториальное субсидирование в границах субъекта федерации. Все мои вопросы как раз об этом. Основной вопрос перекрестного субсидирования в том, что у нас большая локальная энергетика в арктической северной зоне, в зоне обслуживания Саха-Энерго, 125 дизельных станций. Это самая большая локальная энергетика в мире, по сути своей. В Российской Федерации субъектов тоже ни у кого такой локальной энергетики нет. В Республике Саха-Якутия существует централизованная энергетика. Это зона обслуживания публичного акционерного общества «Якутская энерго», объединяющая западный, центральный и южный энергорайоны. И локальная энергетика северного энергорайона, обширная территория обслуживания локальными дизельными электростанциями «Саха-Энерго». Перекрестное субсидирование – это финансирование крупными промышленными потребителями централизованной энергетики, компенсирующее дорогостоящую электроэнергию дизельных электростанций Северного энергорайона. Так вот, в 2015 году сумма этого перекрестного субсидирования составляет уже 6 миллиардов 6 миллионов рублей в год. То есть получается, что потребители западного энергорайона, которые получают электроэнергию от дешевой гидроэлектростанции, центрального энергорайона, которые получают электроэнергию от Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, то есть это газовая генерация, и южного энергорайона, то есть это угольная станция Нерюнгринская ГРЭС и оптовый рынок, они переплачивают за то, чтобы содержать локальную энергетику. Тариф локальной энергетики в 2015 году уже составляет 32 с лишним рубля в среднем по году. Со второго полугодия это 35 рублей 36 копеек за 1 киловатт-час. А ведь на станциях внутри Северного энергорайона тариф колеблется от 20 до 100 рублей за 1 киловатт-час. И проблема в том, что перекрестное субсидирование растет в силу того, что растет себестоимость, которая связана со стоимостью дистоплива завозимого. За период с 2001 года по 2015 год в республике проводились мероприятия по снижению затрат локальной энергетики. Если в 2001 году тратили 131 тысячу тонн дистоплива, то сейчас в пределах 70 тысяч, практически в 2 раза сократили расход дизельного топлива, а стоимость дистоплива за этот период увеличилась практически в 10 раз. В 2001 году 1000 тонн стоила в пределах тонна стоила 7 тысяч, сейчас уже эта тонна стоит 70 тысяч. Представляете, вся работа, которая была сделана, она конечно, дала эффективность с точки зрения того, что мы снизили все-таки затраты, но за счет роста стоимости топлива
эффект, конечно, не такой получился. В рамках реализации долгосрочной программы оптимизации локальной энергетики предстоит серьезная работа, в результате которой тарифы будут разделены на две зоны. Для северного энергорайона будет отдельное тарифообразование и свое отдельное для остальных энергорайонов. Что ожидается в результате? Тариф снизится в основном для потребителей, промышленных потребителей, которые получают электроэнергию на высоком напряжении. По нашим оценкам, если от сегодняшних тарифов, то это не меньше 30% точно. Это очень важно для развития экономики в целом, и на микроуровне, и на макроуровне. Мы считаем, что для развития промышленности и производства высокие тарифы тоже являются держащим фактором. Для нас это важный момент в целом для республики. Но если говорить о предприятиях, то уже Якутская энерго не будет такую нести нагрузку, потому что сегодня в рамках существующего перекрестного субсидирования Якутская энерго выкупает по той стоимости, которая формируется Сахаэнерго. Понятно, что это влияет и на экономику предприятия тоже. Наверное, самым главным достижением этого будет то, что тариф Якутской энерго, он сравняется с тарифом оптовой электроэнергии Дальнего Востока. Таким образом, у нашего потребителя республики появится реальный выбор. Или покупать электроэнергию на оптовом рынке, а вы знаете, что центральный энергорайон и западный энергорайон, они скоро соединятся с оптовым рынком, потому что построены соединяющие линии электропередачи до центрального энергорайона, то есть по сути до Якутска, и западный энергорайон. Либо у потребителя будет выбор или покупать энергию с оптового рынка, или остаться вместе с Якутской энерго. Ценовой порядок, да, то есть уровень тарифа будет приблизительно одинаковым. То есть у потребителя есть выбор. А на конкурентном рынке, само собой, не должно быть перекрестного субсидирования одних потребителей за счет других. Это аксиома. Более того, идет реформирование отрасли энергетики. Промышленные потребители республики уже имеют право и возможность выхода на федеральный оптовый рынок энергетики и мощности. Там стоимость электроэнергии ниже. Чтобы сдержать уход предприятий, необходимо предложить им нормальные энергетические тарифы, снять с них бремя перекрестного субсидирования. И здесь пока без помощи федерального бюджета не обойтись. У нас сейчас идет закольцовка сетей. Скоро будет вообще закольцовка сетей запада, центра и юга. То есть практически республика перестанет быть изолированной зоной. И в принципе все наши потребители промышленные на высоком напряжении могут выйти на оптовый рынок. Это осталось ждать буквально максимум 1-2 года. 2 года. Если они начнут выходить на оптовый рынок, то для остающихся потребителей на низком напряжении, населения и так далее, тариф может вырасти уже кратно. По населению я хочу сказать, что немного другая ситуация вообще. По населению мы тарифы утверждаем строго в пределах индексов, которые доводятся нам по населению отдельно. Если даже решится проблема перекрестного субсидирования, у нас тарифы для населения по республике останутся едиными, независимо от того, откуда получается электроэнергия, Сахаэнерго или Якутская энерго. Да? То есть мы делим тарифы только для прочих потребителей. Для населения будут едиными. Это важно. Промышленные потребители и в дальнейшем будут субсидировать нас, население. Может, и цены понизить на свою продукцию. А если вернуться к оптимизации локальной энергетики, то понятно, конечно, что необходимо не просто переложить ее субсидирование на другие плечи, но и снижать затраты, продолжать внедрение альтернативных источников. Естественно, полного замещения дизельной генерации произойти не может, но расходы сократятся существенно. Надо развивать мини-ГЭС, там, где это возможно, ветряную энергию. И в будущем мы думаем, что и атомная энергетика малая тоже придет к нам. Мы будем переходить на угольное топливо, на нефтяное, то есть баланс по топливу поменяется. И в этом году я был в Батагае, открывали 1 мегаватт солнечную электростанцию. Вы понимаете, совсем другое дело. В Тиксе развивается ветряная. И кроме того, по информации энергетиков, которые дальневосточных, они планируют 40 солнечных электростанций в течение 3-4 лет внедрить на республике Саха-Якутия. Это позволит, если у нас в Батагае это снизило 300 тонн дистоплива, позволило не завозить, в рамках республики это будет солидная экономика. Ну, плюс ко всему, конечно, энергоэффективность,
оптимизация расходов. Это, конечно, должно тоже сдержать тарифы. Да, мы будем более активно заниматься реализацией оптимизации локальной энергетики, менять баланс, снижать расходы для того, чтобы и сам размер субсидий тоже сокращался. Поэтому мы говорим о том, что реализация программы оптимизации локальной энергетики, она должна синхронизироваться с выделением субсидий. Соответственно, мы будем получать субсидию на перекрестку, ну и параллельно реализацию делать оптимизация локальной энергетики. Хорошо, а если предположить, что финансирование предстоящей ликвидации перекрестного субсидирования локальной энергетики не полностью ляжет на федеральный бюджет? Мы видели документы, которые предлагаются рассмотреть федеральному центру. Там предполагается в течение 8-10 лет сумма дотаций все-таки федеральных средств будет снижаться. Она начинается с 90-100%, а доля республики с 0-10%. И через 10 лет все федеральные дотации уйдут, и это будет решаться за счет республики. Республике нужен переходный период. Идут у нас инвестиционные проекты достаточно удачные. У нас нефтедобыча развивается, энергодобыча, газ. Нам нужно время, чтобы эти проекты раскрутились, начали давать налоговую подпитку, и за счет этого мы будем закрывать севера. 19 ноября глава Республики Саха-Якутия Егор Борисов на встрече с министром энергетики России Александром Новаком предложил создать межведомственную рабочую группу по реализации поручений президента Российской Федерации Владимира Путина. А в сегодняшнем своем послании подчеркнул: работа по ликвидации перекрестного субсидирования локальной энергетики республики с участием федерального бюджета получила новый импульс после выхода поручений президента России от 3 ноября этого года. Теперь довести данный вопрос до логического завершения для нас дело чести. Тем более, что от этого напрямую зависит уровень самодостаточности экономики в целом. Это же подстегнет и внедрение альтернативных источников энергии в арктических и северных районах. Наш сегодняшний выпуск завершен. В следующий понедельник, 30 ноября, смотрите вновь в прямом эфире «Арену событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.